Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые все приглашенные, участники сегодняшнего мероприятия. Госпожа Антева, особый привет и спасибо, что вы принимаете участие в столь таком важном и очень интересном мероприятии. Чингис Азаматович, вам благодарность за организацию и приглашение. Тема, вы знаете, что она достаточно очень интересна, достаточно очень емкая и достаточно очень сложная. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что не просто так вот важность темы о состоянии прав человека в контексте именно целей устойчивого развития Кыргызской Республики. Я как депутат Джокурку Кенеш, я глубоко заинтересована в обеспечении именно справедливости, равенства и уважения прав каждого гражданина. Особо хотела бы отметить еще, помимо того, что как депутат и как вы знаете, что по инициативе нашей фракции была создана комиссия, временная комиссия, именно тоже вопрос состояния прав и свобод граждан Кыргызской Республики. Работа комиссии у нас еще продолжается, вопросов очень много. И хотелось бы отметить о том, что мы знаем, что одним из важных принципов цели устойчивого развития – это обеспечение вовлеченности и равенства наших граждан. Наша страна активно работает над тем, чтобы был свободный доступ наших граждан к образованию, здравоохранению, защита прав собственности, а также защита прав меньшинств и так далее, и так далее. Однако, несмотря на сегодняшние усилия, существует очень много вызовов и проблем, которые требуют нашего внимания. Я отмечу, что на основе тех данных, стат-данных и аналитических обзоров мы знаем, что хотелось бы отметить, что основные – это свобода слова и выражения мнений, это защита прав женщин и девочек, защита прав мигрантов и беженцев, вопрос противодействия и борьбы с коррупцией, вопрос прав малочисленных национальных групп. И такие вопросы, которые на самом деле тревожат на сегодняшний день очень многих. И в свете последних событий, я думаю, это ярко все отражается, настолько, как четко все это проявляется вообще настроение нашего общества. Хотелось бы особо отметить, что права, свобода слова и выражения мнений является одним из основных принципов демократии и прав человека. Хотя Кыргызстан достиг значительного прогресса в обеспечении свободы СМИ и выражения мнения, мы все еще сталкиваемся с вызовами таких моментов, как цензура, ограничение доступа к информации. Имеют место и факты давления на журналистов, на активистов гражданского общества. По всем известным сведениям, прошлый год вообще ознаменовался повальным преследованием не только официальных средств массовой информации и журналистов, но и блогеров, и простых пользователей социальными сетями. И вы знаете, что группа моих коллег, мы вносили изменения, дополнения в соответствующий законодательный акт, но, к сожалению, большинством голосов данные предложения были отклонены. Не скрою, конечно, хотелось, и мы ожидали большей поддержки наших коллег, но, к сожалению, непонимание значимости таких вопросов, это говорит о том, что, наверное, к этому мы еще вернемся и придем, но не слушать глаз общества, не слушать мнения, не прислушиваться и не учитывать, это, конечно, обязательно скажется на имидже нашего государства. Обидно, конечно, и тот момент о том, что все забывают
о Конституции, о действующей Конституции Кыргызской Республики. Я бы хотела особо обратить внимание здесь, вот опять же присутствуют мои коллеги, присутствуют представители гражданского общества, Института прав, наш Акыкачи здесь присутствует, заместитель и так далее, то хотелось бы обратить внимание на статью 63 Конституции, там, где вопрос касается запрещения принятия законов, ограничивающих свободу слова, печати и средства массовой информации. Это говорит о том, что Конституция – это не просто основной и главный закон. Конституция – это догма, и она должна быть неукоснительно соблюдена всеми нами. Хотелось бы также отметить о том, что на сегодняшний день очень шумное такое обсуждение идет о вносимом законопроекте изменения и дополнения по НКО. Тоже хотелось бы отметить о том, что не нужно забывать статью 53, часть 2 Конституции, там, где каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами. То есть деятельность, мы знаем, что она не запрещена ни Конституцией, ни другими законами. Это тоже должно быть взято за основу. Вот. Что касается вопроса защиты прав женщин и наших девочек, то здесь тоже хотелось бы отметить, что Кыргызстан в целом, вот, если проанализировать именно мнение аналитических обзоров, статистических данных, здесь он старается, работает над преодолением именно дискриминации, вопрос, как говорится, насилия в отношении женщин и девушек. Однако статистика все-таки показывает другое, что эти проблемы еще остры, и они нуждаются именно в регулировании и жестком контроле со стороны государства. Насилие в семье, домашнее насилие и гендерные преступления, они не прекращаются, а имеют такую тенденцию к росту. Поэтому действующее законодательство, вот мы проанализировали, они на сегодняшний день не до конца еще эффективно настроены на то, чтобы работать с этой проблемой. Вот. И работа по усилению законодательства и механизмов защиты прав женщин и девочки, она на сегодняшний день ведется. И вы знаете, уважаемые друзья, о том, что у нас в парламенте есть форум женщин, парламентариев, депутатов. И наш в разрезе именно форума, у нас есть совет по гендерным вопросам при Төрага, он тоже активно работает в этом направлении. Я думаю, что прошло вот 1,5 года нашей работы, и мы немножко сдвинулись, мы активно сотрудничаем, особенно наши женщины. На сегодняшний день мы активно сотрудничаем с нашими коллегами-мужчинами, чтобы они тоже подключились к этим вопросам. Я думаю, что в ближайшее время, будут изменений и сподвижки. А общими усилиями, я думаю, что мы добьемся положительных результатов в данном вопросе. Вопрос вообще гендера, она стоит остро, потому что причины, даже здесь не нужны статистические данные, достаточно того, что в государственной структуре на сегодняшний день явный перекос на то, что гендерный баланс, он вообще не соблюдается. В правоохранительных органах это особая история, в судебной системе это цифра совсем тоже упала. Если раньше эта цифра была достаточно высока, то на сегодняшний день цифра упала. В исполнительной власти вы видите, да, кабинет министров, что говорить, даже те вопросы, которые раньше курировали вице-премьеры, у нас всегда были яркие, интересные женщины, на сегодняшний день там состоит сплошной из мужчин. И что говорить, у нас министр здравоохранения, в кабинете министра единственная женщина. Проблема есть, и она острая. Я думаю, что мы этот вопрос всегда будем держать на контроле. И в рамках наших полномочий, именно парламентского контроля, и совместно с нашим институтом, омбудсмен, мы этот вопрос, я думаю, будем всегда держать на пульсе и, соответственно, рассматривать. Что касается законодательной базы, я думаю, тоже этот вопрос будет учитываться. Что говорить гендера даже в парламенте у нас 19%, 19 женщин, 21%, то тоже этот же
баланс не соблюден. И я думаю, что в рамках именно цели устойчивого развития нашей республики этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. Вот. Что касается прав мигрантов, беженцев, мой коллега Улан Бердибаевич Примов, он очень четко обозначил эту проблему, очень четко нацелены. Мы активно сотрудничаем. Мы прекрасно понимаем, что наши сотни тысяч граждан находятся мигрантами в других странах. Мы понимаем, как эта ноша для них тяжела и как эта ноша в целом для государства тяжела. Мы теряем профессионалов, мы теряем тот наш научный потенциал, который на сегодняшний день есть. И я думаю, что мы будем вести четкую и планомерную работу в поддержке и защите прав наших граждан именно в странах, где они сейчас пребывают, работают, трудятся. И многие страны идут на то, чтобы поддержать наших мигрантов, наших трудящихся, наших соотечественников. В этом направлении Кыргызстан вообще старается обратить особое внимание не просто на права наших соотечественников, мигрантов, да, а именно на условия детей, которые остались здесь, остались на попечении родственников, бабушек, дедушек. Да. Этот вопрос очень тоже серьезные. Совместно с правоохранительными органами этот вопрос тоже прорабатывается, потому что интересы граждан, интересы наших детей, они должны быть превыше всего. Дети – это наше будущее, это будущее государства. И наш стратегический потенциал – это, конечно, наши дети. Они должны быть здоровы, и у них должны быть все те права, которые они обладают, защищены и охраняемы нашим государством. Что касается в части законодательной базы, то я хотела бы отметить о том, что мы разработали и ратифицировали ряд именно международных договоров и соглашений, которые гарантируют права именно детей на территории Кыргызстана. Однако нам необходимо именно улучшить механизмы. Нам необходимо механизмы именно приема и интеграции мигрантов, чтобы им предоставлялись соответствующие права. Будучи в составе делегации, мы выезжали, знаете, что основной процент мигрантов находится в Российской Федерации, и мы встречались с нашими коллегами-депутатами, там, где этот вопрос тоже очень широко был озвучен, нашло понимание, и мы говорили о том, что наши мигранты, обладающие высшее образование, определенный опыт работы, что они должны быть использованы на той работе, на которой они обучались и имели опыт работы в том или ином направлении. И сейчас этот вопрос, я думаю, что прорабатывается именно в межправительственных и межпарламентских соглашениях. Я думаю, что мы обязательно будем отслеживать вопросы трудоустройства, образования и здравоохранения наших соотечественников. Вопрос противодействия коррупции. Но это очень такой тоже наболевший, сложный. Вы, наверное, все отслеживаете наши все дебаты, обсуждения всех законопроектов, которые направлены на противодействие коррупции. На сегодняшний день у нас находится на рассмотрении один законопроект, который направлен на противодействие коррупции. Правда, меня немножко удивило о том, что данный законопроект представляет Министерство экономики, и меня это вообще много вопросов стоит о том, что не инициаторы правоохранительные органы, и обычно инициатором выступала прокуратура нашей республики. Но, к сожалению, вот так вот получается, что сейчас у нас уже к этим законам имеет интерес в другом направлении. И сейчас он тоже находится на стадии обсуждения. В первом чтении оно прошло. И мы прекрасно понимаем, что вообще сама коррупция это является именно угрозой правам человека и устойчивому развитию в целом нашего государства. К сожалению, если опять же обернуться к мировой статистике по уровню коррупции, Кыргызстан занимает, вы знаете, неутешительное место.
И это часто отражается в средствах массовой информации, появляются статьи, которые говорят о том, что не на том и недостаточно уровне как бы борьба проводится. То есть профилактических мер нет. Есть сведения о задержании, о привлечении должностных лиц за коррупцию, но вопросы профилактики, конечно, здесь не срабатывают. Гражданское общество должно здесь более как бы активнее подойти к этому вопросу. Я думаю, что мы предпринимаем шаги для того, чтобы борьба с коррупцией, и включая создание, как говорится, антикоррупционных органов и принятие соответствующего законодательства в этом направлении, оно обеспечит в перспективе и сейчас эффективную реализацию всех антикоррупционных мер. Что касается прав малочисленных национальных групп, этот вопрос тоже я хотела бы отметить, что он и конституционно закреплен. Но тем не менее, мы хотели бы еще раз напомнить о том, что Кыргызстан все-таки является многонациональной страной. И мы признаем и уважаем права и культуру всех наших национальных групп. Еще раз вернусь к Конституции, поскольку в Конституции прописаны все права и свободы, значит, право выбора религии, использования языка, недопущение дискриминации по национальному признаку и другие. И выборным законодательством вообще обеспечена представленность среди депутатов Джугурку Кенеш, вот здесь вот присутствует моя коллега, одна из замечательных и представителей, значит, национальных меньшинств групп, Лилихяновна Лурова. Другая, самый молодой депутат в парламенте, тоже представляет узбекскую национальность, Нилюфар Якубжановна, тоже молодой парламентарий. Это все говорит о том, что как бы есть доступность выборным законодательством, представленность именно в нашем парламенте других национальностей. Ну, кроме того, Кыргызстан вообще в целом, как мы знаем, все-таки является достаточно демократичным государством в Средней Азии. И мы создаем все условия для мирного сосуществования всех этносов. И мы продолжим работу в данном вопросе и в части обеспечения равенства и справедливости всех наших граждан. Уважаемые друзья, вот я в заключении хотела бы подчеркнуть, что Кыргызстан стремится к достижению цели устойчивого развития, включая защиту прав человека. Мы признаем, что есть и предстоит у нас очень много работы, которую необходимо проделать, чтобы обеспечить полную реализацию прав наших граждан и достичь устойчивого развития нашего государства. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом, анализировать международный опыт, принимать меры, необходимые для улучшения ситуации прав человека, прав и свобод граждан у нас в стране. Благодарю за внимание.